Алло, 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 алло. Чего? Работает или нет? Ух, пока не дождались Чуракову, нас осталось совсем мало, к сожалению. Но у многих поезд, транспорт и так далее. Давайте мы уже по программе пойдем дальше. Я предоставляю слово Наталье Леонидовне Саврасовой. Ее тема выступления основные стратегические направления информации деятельности библиотеки. И немножко ход программы изменим. Да, меня уже слушали на курсах, мы подробно более разбирались, да, с этими вещами, поэтому сегодня такой совсем, после очень практических вещей, да, когда вам рассказывали, что нужно написать, как заполнить, куда отправить, у меня более такой теоретический, что ли, сообщение такое. Значит, я на этих слайдах собрала те темы, о которых сейчас говорят на высоких собраниях библиотечных, таких как конференция РБА, таких как совещание директоров, которое прошло на прошлой неделе. То есть это вот веяния, да, скажем, которые на перспективу, и то, что сейчас обсуждается, да, то, над чем библиотечное сообщество российское начало уже работать, разработки, которые сейчас ведутся, к сожалению, они ведутся не так интенсивно, как хотелось бы. И многие программные продукты, которые сейчас разрабатываются, они нам еще недоступны, то есть мы не можем вот взять, поставить себе на компьютер и это все использовать. Ну, вот такие направления, хотелось бы просто назвать их, проговорить. Значит, как вы знаете, в стратегии, обсуждаемой нами, прописано 3 сценария, да? Это инерционный, базовый, инновационный. Вот. И основная масса вот тех технологий, о которых сейчас буду говорить, они применяемы при инновационном методе пути развития. То есть это как самый оптимистичный, скажем так, сценарий. Так, начнем, пожалуйста. Ну, первое, что сейчас уже делается, то тот путь, на который мы уже встали, по которому мы идем, это автоматизация библиотечных процессов. Выполняется она для того, чтобы совершенствовать обслуживание. Никуда мы от этого уже не отвернемся, да? То есть мы уже все равно этим занимаемся. Мы переходим на безбумажное обслуживание, то есть мы отказываемся от бумажных формуляров, от бумажных листочков, да, требовательные когда-то у нас были листочки. У нас уже, наверное, не все наши библиотекари помнят, молодые уже не знают, что у нас когда-то были листочки требования, которые читатели сами заполняли руками. Вот, и, значит, это все выполняется с помощью тех АБИС, тех автоматизированных систем, которые у нас в нашем распоряжении есть. Говорится об автоматизации комплектования. К сожалению, сейчас пока что это не реализовано. Когда-то была попытка, если вы помните, комплектование.ру был такой проект, может быть, кто-то даже в нем участвовать пытался. Попытка была неудачной, но от идеи автоматизации комплектования не отказались. До сих пор она обсуждается и, возможно, станет на какие-то новые рейсы. Это когда издательства сами будут, библиотекари хотят сделать так, чтобы издательства сами создавали какую-то опознавательную библиографическую запись изначально, то есть чтобы мы получали не бумажную книжку, да, и с нее там с нуля, да, начинали забивать, а чтобы уже издательства работали в автоматизированных системах, из которых мы брали бы уже, и можно было бы комплектовать, исходя из базы данных, которая уже имеется. Но внедрение единого читательского билета, уже было сегодня про него сказано, что у нас ряд библиотек уже участвует, кто-то только собирается. Это такой проект, который сейчас все регионы так или иначе внедряют. Кто-то уже внедрил, например, Татарстан, ну, не поминать всуе, да, регион, на который были выделены очень большие деньги. Там в системе единого читательского билета участвуют не только публичные, но и школьные библиотеки. То есть там единая система. Все школьные библиотекари, ну, как они говорят, по крайней мере, обучены, выполняют поиск и могут своим ученикам
сказать, где ту или иную книгу взять. И заказ можно делать, ну, это вот из слов. Зарегистрироваться у меня там не получилось, потому что другой регион. Не могу сказать про опыт использования какой-то личный. Значит, другие регионы тоже внедряют единый читательский билет. Система отработана и хорошо работает в библиотеках Санкт-Петербурга. То есть можно зайти в систему, причем не обязательно быть читателем. Когда ты туда заходишь, можно найти книгу и выбрать библиотеку, в которой ты эту книгу хочешь получить. То есть там есть информация по библиотекам, по экземплярности, книжка бронируется, и читатель приходит. Только когда он уже ее берет в библиотеке, тогда уже нужно записаться. А заказать можно вот заранее. И выбрать, опять же, любую библиотеку, в какую удобнее подойти. Внедрение дополнительных персональных сервисов – это личный кабинет, предварительный заказ, различные оповещения, это подбор литературы, который больше подходит каждому отдельно взятому читателю, исходя из его предпочтений. Ну и системы доставки литературы тут в очень широком смысле. У нас пока наша библиотека работает в разных зданиях, такая микромодель отработана. Когда есть предварительный заказ книги, также читатель может выбрать, по какому адресу он хочет ее получить. Но сейчас у нас Катаева 41 уже не обслуживает, пока обслуживала, можно было выбрать тот конец города или этот, да? Орджоникидзе 10, Катаева 41. И была налажена система доставки литературы. То есть ездила машинка, если книги по нужному адресу нет, то машина ее привозила туда, куда надо. Вот. Система вполне себе нормальная, рабочая. Она рабочая и на уровне автоматизированной системы, то есть электронного каталога. Там дополнительный сервис введен и на уровне доставки. То есть нет ничего невозможного. Можно такую систему и нужно такую систему вводить в пределах, допустим, одного хотя бы города или района. Вот. Я думаю, что нужно к этому стремиться. Ну, а дальше пошли уже вещи более такие фантастические, да, которые мы сейчас пока что еще посмотреть и пощупать руками не можем. Много говорилось сегодня о том, что основная задача библиотек – предоставлять литературу, книги. Для того, чтобы качественно обслужить читателя, надо эти книги, эту литературу найти. Да? То есть если мы не можем сделать хорошую подборку, тематическую прежде всего, да, то, собственно, обслуживание уже будет недостаточно качественным. Сейчас происходит некая перестройка понимания, как должны работать поисковые системы. Сейчас мы пользуемся электронной автоматизированной системой, в которой основой является библиографическая запись. Она составляет базу данных, и каждая библиографическая запись относится к конкретному изданию, описывает конкретное издание. И вот такая вот вещь. Но более перспективным таким направлением на будущее поиска – это переход к семантическому поиску. Тут структура совершенно другая получается этих поисковых систем. Она отличается принципиально от той, что есть у нас, наш электронный каталог. И будет ли наш электронный каталог ступенькой, переходом вот к этой схеме, да, вопрос дискутируемый. Я уже говорила, да, что кто-то, есть адепты, которые утверждают, что да, это вот у нас сейчас первая стадия, потом мы перешли к авторитетным файлам, и потом мы вот придем к семантическому поиску. Есть сторонники другой теории, что нужно обучить искусственный интеллект, и он все вот это сделает без тех каталогов, которые у нас сейчас имеются. Значит, что собой представляет семантический поиск? Это набор неких сущностей. То есть, когда отдельно, вот посмотрите на это облачко, представьте себе, что желтым цветом это, допустим, географические названия, да, названия сел, деревень, городов, улиц. Красным цветом это, ну или какой он тут, розовый, да, розовым цветом это, допустим, персоналии, люди, имена людей.
Зеленым цветом это, например, название организаций, желтым цветом это временные периоды и так далее. То есть и все эти сущности, вот эти доборы большие, да, каких-то единиц, каждая единичка с другой связана. То есть есть персоналия, человек, этот человек где-то живет, он связан с каким-то географическим. В этом географическом пункте живут еще другие люди, они между собой связаны. Там же находится какая-то организация, связь между географией и организацией. В организации работают другие персонали и так далее. То есть семантический поиск позволяет делать большое, огромное количество связей. Когда точки доступа, те запросы читательские, по которым ищется информация, между собой соединены переходиками. И считается, что такой вид поиска он будет более качественным как раз в случае тематических запросов. Потому что найти книжку по автору заглавию несложно, а вот сделать тематический поиск на определенную тему гораздо сложнее. И именно вот такой вид поиска призван решить эту самую проблему. Естественно, вручную такое сделать крайне тяжело, поэтому для построения таких систем необходимо обучение искусственного интеллекта, который будет анализировать тексты и строить вот такие вот системы. В результате мы получим более качественный поиск. Создана специальная группа в Российской государственной библиотеке, вот так она называется сверху, R&D NEP, да, оцифровка. Они сейчас ведут разработки по обучению искусственного интеллекта. Берут они для этого газеты. Что делает искусственный интеллект? Они его научили распознавать статьи отдельные, независимые от верстки газеты, да, сколько там столбиков, колонок, есть или нет иллюстрация. Искусственный интеллект может понять, что вот эта данная статья, выделить ее отдельно. Потом искусственный интеллект у них понимает географические названия, то есть не надо человеку выискивать там слово «Москва», да, и писать «это география», то есть он и так это уже знает, он уже понял. Также он вычленяет имена персоналей, да, то есть вот эту подшивку вот этих газет отдали на рассмотрение искусственному интеллекту, и после этого поиском можно, допустим, просмотреть всех людей, которые упоминаются в подшивке газет за год. Ну, либо какого-то конкретного человека, это будет уже вычленено эти вот сущности. Так, ну там перечислено, да, что он у них находит имена, названия организаций, место событий, время и так далее. Ну вот такая технология для поиска, что для нас является самым главным. Далее говорят о применении роботов. Ну, чат-боты, наверное, вы уже сталкивались, может быть, даже сами. А если не сталкивались, позвоните в Сбербанк и услышите робота. Вчера имела удовольствие пообщаться, Максим его зовут. Да, уговаривал меня кредитную карту оформить. Милый такой. Ну вот, чат-боты сейчас повсеместно применяются, не везде они хорошо еще работают, но мы можем применять их для, допустим, той же справочной службы, да, устанавливать на сайт или там где-то еще на каких-то своих ресурсах, чтобы, ну, либо если это большая библиотека, то можно где-то информат поставить, который с вами пообщается. Сейчас очень распространено использование голосовых помощников, помощь в навигации, информирование об услугах, помощь в поиске. Можно спросить голосом. Значит, в чем прелесть как бы нового, так скажем, поколения этих голосовых помощников, опять же с использованием искусственного интеллекта, когда они понимают естественный язык. То есть когда надо сказать там «Алиса в стране чудес», да? А когда говоришь «хочу почитать книжку про Алису», и он понял, да, то есть вот чем естественный язык отличается от языка поискового, да, которым мы сейчас пользуемся, когда заходим в наш каталог. Значит, новый шаг – это вот обучение голосовых помощников распознаванию естественной речи, для того, чтобы, опять же, помочь нашему читателю найти нужную книгу. Ну и рутинные процессы, отчасти у нас это уже делается, например, когда нужно типичные ошибки в электронном каталоге находятся, они могут быть исправлены с помощью скрипта. То есть пишется программка, которая прочесывает все библиографические записи и исправляет ошибку. Это направление тоже будет развиваться. Ну, об этом был доклад отдельный. В общем, там
Ну, ничего такого прям космического не звучало в этом докладе. Все понятно, что люди взяли, закупили программу вот эту робота, да, и уже даже не используя средства, не используя программирование, у них этим не программист занимается, обычный пользователь. Он научил этого робота выполнять там какие-то элементарные операции в электронном каталоге, что очень сильно разгрузило каталогизаторов от рутинной работы. Вот еще хотелось сказать, что про искусственный интеллект и про поиск. Он чем еще хорош? Тем, что ни один каталогизатор книгу целиком не прочитает. Говорится о том, что классификация, систематизация – это процессы субъективные. То есть человек из чего-то исходит, когда относит книгу к тому или иному индексу, того же ББК, например, либо другого рубрикатора. Но человек-то ведь пользуется, на чем основывается? На содержании, аннотацию прочитал, но не более того. Если, допустим, библиотекарь не специалист в той области, в которой написана книга, то, соответственно, могут быть ошибки. Я уже не говорю про ключевые слова, которые, очень субъективные, просто это уже давно доказано. Так вот, искусственный интеллект может прочитать всю книжку целиком и выполнить вычленение поисковых точек, да, точек доступа из всего текста, не только из библиографической записи. Вот про эту технологию тоже говорилось, она прозвучала на совещании директоров. Это изучение читательского поведения с помощью больших данных, обработки больших данных. Что это такое? Каждый человек оставляет за собой цифровой след. Мы расплачиваемся карточками. Что мы там? Мы пользуемся мобильными телефонами, у нас у всех стоит геолокация, покупаем через интернет, либо через какие-то платежные системы, там билеты, все что угодно, да. И изучение больших данных предполагает, что собирается вся эта информация, но она обезличена. То есть там не пишется, не указано, что вот Марья Ивановна пошла туда-то. То есть это не слежка за конкретным человеком. Некие аналитические выводы, такие как, например, люди, имеющие детей там, до 5 лет, допустим, составляют 75% посещающих Анапу. К примеру, да. То же самое можно сделать и про библиотекарей, да. Допустим, там, молодые мамы там, до 30 лет там, чаще читают такую-то литературу, да. Чаще там просматривают такие-то журналы, приходят в библиотеку такое-то количество раз, по таким-то дням. То есть благодаря вот этой технологии можно делать очень большое количество аналитических срезов и потом делать для них выводы, как комплектоваться, в какие дни устраивать мероприятия, в какое время устраивать мероприятия. Что еще интересует людей, которые к нам пришли там, читать фантастические романы, может быть, это какая-то большая часть этих людей автомобилями интересуется. И нам надо какую-то тему про автомобили еще предложить, и так далее. Тут возможности очень большие. Естественно, на уровне наших библиотек мы это проводить не будем, а вот на уровне государственных библиотек, федеральных, я имею в виду, такие исследования замышляются, может быть, уже запланированы. И последняя такая совсем уже технология, которая гипотетически, скажем так, может применяться в библиотеке. Это технология блокчейн. Сейчас она больше всего связана в умах обывателей с криптовалютами, да? Но она отличается тем, что там сложно исказить информацию, которая в ней записана. Она не зависит от каких-то централизованных хранилищ, как сейчас серверные хранилища, да? Поэтому если говорить о библиотеках, эта технология хорошо подходит для защиты авторских прав, интеллектуальной собственности. И последний тут никаких разработок я даже не слышала, только вскользь, да. Ожидаемые результаты, они прописаны в стратегии, это я из стратегии списала, поэтому зачитывать не буду. Равный свободный доступ и все, что этому способствует. Спасибо. Я включила? Оставляю слово Ксении Игоревне
старт в продолжении темы нашей по информационным технологиям. Вклад библиотек Республики Коми в формирование национальной электронной библиотеки Республики Коми. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю, как вы уже устали за эту неделю, поэтому я максимально кратко, у меня буквально 10 слайдов и такие статистические данные, которые вы потом можете посмотреть в трансляции, ну или в презентации. Мы все отправим вам, да. Я просто хотела, чтобы вы посмотрели, какую колоссальную работу делают ваши сотрудники, потому что я знаю, насколько вы заняты, и чтобы вы могли оценить это и посмотреть уровень вашего вклада в нашу электронную библиотеку. Ну, вот эта табличка, их две точнее. Первая показывает это количество изданий, которые содержатся в ваших коллекциях, ваших библиотек на сайте. И параллельная ситуация, то есть в этих изданиях сколько в них страниц. Вот это данные за все года, то есть начиная с 2008 года, когда мы с вами работаем, от каждого района. То есть вы можете посмотреть, на каком месте находится ваш район, и посмотреть, какой объем. Ну вот если сложить эту сумму, да, более 1000 изданий и почти 90 тысяч страниц. То есть это колоссальный труд и ваш, и наш совместный. Это данные на 1 ноября 2021 года, то есть это еще не закрытый год. А вот это количество изданий, включенные, ну, аналитика за 3 последние года, да, я знаю, я думаю, что некоторые, много уже долго директора, я периодически выступаю на совещании директоров и рассказываю какие-то, ну, статистические данные. Вот это за последние 3 года. Ваша работа, видите, топ. Тут хотелось бы очень ответить Эжинский район, потому что они не просто качественно цифруют, много, качественно. Если они продолжат такими темпами, ну, как бы другие районы совсем их скоро не догонят. Как бы это просьба от моих коллег передать спасибо, сказать, что они большие молодцы. Вот. И те же самые данные, только именно в страницах, потому что для себя мы выставляем планы именно не в книжном эквиваленте, а в страницах, потому что книжки, понятно, бывают разные. Одна 20 страниц, другая 30, другая там 200. Вот посмотрите, какие данные. Вот это плановые показатели именно за 2021 год. Что хотелось бы сказать, что с некоторыми районами мои коллеги отрабатывают такую технологию выработали. Они принимают издания, они сразу смотрят, что они сразу консультируют их онлайн, работают с ними. И с некоторыми районами выбрали такую технологию, что их технические средства, сканеры, не позволяют сканировать толстые книжки. То есть они прямо отсматривают, конкретно подключаются, настраивают и смотрят, что-то не так. Поэтому здесь стоит сказать, что не стоит гнаться за количеством. Лучше удариться в качестве, сделать 1 книжку, 2, но сделать ее безупречно, чем сделать 10, но как бы мои коллеги отправят это все на переработку. Вот. Еще хотела добавить, прошу прощения, вот по этому слайду. Каждый раз озвучиваю проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Проблемы у нас все те же, их 2. Это кадры и, соответственно, программное обеспечение, техника. Насколько я знаю, мои коллеги созваниваются иногда и с директорами, да, заведующая сектором сканирования Ольга Александровна Глазова. У всех коллег, которые занимаются оцифровкой, есть ее сотовый телефон, я сюда уже выносить не буду. Есть какие-то проблемы, я знаю, что потому что я часто захожу, вижу ситуацию, что они сидят и онлайн, и подключаются дистанционно, все время они на телефонах, и они знают практически каждого сотрудника в лицо, по телефону и так далее, работают плотно. Мне кажется, на уровне методистов мы работаем, с нашими коллегами, только не со всеми сотрудниками библиотек. Тут хотелось бы заострить внимание на 2 районах. Это Кайгородок и Сыктывдин. У вас нету совсем техники для оцифровки. То есть если вы ничего как-то не измените эту ситуацию, то, в общем, нужно с вами как-то отдельно поговорить, поработать, потому что, проблема стоит остро. Вот. По кадрам, в принципе, все понятно, индивидуальные консультации и так далее. В этом году к нам также приезжали на стажировку, у нас была Удара, Карткирос и Вуктыл. То есть мы также ждем вас, милости просим, мы обучаем, договариваемся заранее. Вот это направление, по которому мы начали работать именно с районом. А с районами это про оцифровку газет. Чтобы вы понимали, газет — это формат не книжный, да, это формат А3, я имею в виду А3 и более, да.
Тут как бы такой нюанс, что не все библиотеки обладают соответствующими сканерами и соответствующим программным обеспечением. Это нужно понимать. То есть перед тем, как браться за это направление, нужно понять, есть ли у вас оборудование и программное обеспечение, чтобы работать. Вы начали работать с 3 районами, это Воркута, Инта и Усть-Цильма в этом направлении, и, соответственно, мы включаем их в планы и дорабатываем. То есть какую-то часть отсканируем мы, какую-то часть сканируют районы, то есть по этим газетам. Я думаю, что вопрос этот очень актуальный именно для сохранности газет, поэтому, как бы, если вы хотите задуматься об этом вопросе, да, помочь вас проконсультировать, сколько это стоит и так далее, мы всегда рады. Вот, это из планов для нас, скорее, просто мы хотим донести их до вас. У нас есть такая рекомендация, что в модельных библиотеках вы должны предоставлять доступ к Национальной электронной библиотеке Республики Коми в том числе. Я думаю, что вы все знаете, для того, чтобы предоставить доступ, на данный момент у вас должен быть статический IP-адрес, да? Не все библиотеки могут выдержать это критерий, потому что это платная услуга наших провайдеров. Вот, поэтому мы уже долго поднимали с нашими ребятами, программисты, этот вопрос, и в этом году мы наконец-то пришли к какому-то решению. Мы разработали программное обеспечение, которое позволяет подключать библиотеки, которые не имеют статического IP-адреса. Вот, поэтому сейчас мы на технологии тестирования с библиотеками, выбрали себе некоторые. В следующем году мы будем заключать дополнительные соглашения, и поэтому подключим не только центральные библиотеки, но и все библиотеки вашей ЦБС, то есть всех, кого вы хотите включить, у кого есть компьютеры, я так понимаю, на которых можно смотреть электронную библиотеку. Вот. И еще одно направление, это в следующем году мы будем заключать с библиотеками именно как с юридическим лицом лицензионные договоры на ваши служебные произведения. То есть не пугайтесь, когда мои коллеги пришлют вам договоры. Это все года, начиная с 2008 года, все издания, которые включены у нас в НЭП, мы будем прописывать и как-то легализировать передачу прав именно для размещения в электронной библиотеке. Вот. И вот еще такие данные интересные, так скажем. Я хотела, чтобы вы посмотрели. Это именно 2021 год и книговыдача ваших изданий. Вот если, например, взять Усть-Цильмский район, если вы видели, там у них 22 издания, да? 22 издания, если просто чисто математикой поделить 1423 на 22, это каждую книжку прочитали более 64 раз. Мне кажется, если взять, например, в отделе абонемента, не все книжки так популярны, да? То есть это, мне кажется, этот ресурс, над которым стоит работать, потому что он востребованный. Вот та же самая информация про топ-10 книговыдач, это именно за сентябрь-октябрь, да? Это те книжки, которые у нас скачивают. То есть, например, на примере Сысовской библиотеки вы можете посмотреть, что стоит сделать одно издание, да, но то, которое будет популярно, и оно, соответственно, видите, только за сентябрь-октябрь было просмотрено, выдано 79 раз. Вот, и такие данные именно по вашим библиотекам. Это не про ваши коллекции, это сколько выдано в стенах ваших библиотек полностью из НЭБа. Да? Эти данные мы периодически анализируем для себя лично, чтобы понять, насколько вы продвигаете ресурс, нашу общую национальную электронную библиотеку, и предлагаете ее читателям. Вот тут сразу как бы понятно, да, кто работает с ресурсом и предлагает. Я думаю, что те, у кого, например, по 6 раз или там 69 раз, то, в принципе, вполне может быть за весь год, вы, даже если сами коллеги, сами вы открыли бы Национальную электронную библиотеку, открыли бы хоть по одному изданию, то цифры были бы немножко другие. Понятно, мы и так много чего открываем, лишь бы была статистика. Николаевна, я не соглашусь. Как это шесть, ты же автоматически все цифры выкладываешь. Да я понимаю. Но это не значит, вот о чем сказала наша уважаемая коллега. Так категорично. Она не категорично сказала, она сказала именно по НЭП, выдаче ресурсов из НЭП. Притом стоит отметить, что даже если вы рекламируете, да, предлагаете читателям, читатели открывают, очень большой объем НЭБа имеет закрытый доступ. То есть это как раз издания, которые могут быть открыты только в вашей библиотеке, начиная, например, от периодики современной, да, которая доступна только в НЭБе, она доступна именно, и то, что защищено авторским правом, они доступны именно только в стенах ваших библиотек.
Вот. С Ухты, насколько я знаю, к нам обращается читатель, который просит у нас современную периодику, и мы для них, не помню с какой организации, для них оперативно выкладываем, чтобы они ходили в библиотеку и смотрели. Вот с Ухтой прям знаю, что с нами связываются. Про это могу точно сказать. Ну и вообще, в принципе, я хотела бы поблагодарить вас. Вот последний раз я анализировала эту информацию в 2016 году, по-моему, на совещании директоров также выходила, и была такая двоякая ситуация, то есть половина из общего числа работала с нами, выкладывала и так далее. Мы призывали вас присоединиться, насколько помните, да, хотя бы по 2 издания. И вот если взять статистику, вы ее посмотрите потом еще раз, за последние 3 года можно понять, что библиотеки именно очень сильно подтянулись в формировании электронной библиотеки. И мне хочется сказать за это большое спасибо, потому что я, например, считаю, я не знаю, вы анализируете другие электронные библиотеки, других библиотек федеральных, да, не везде есть такая именно уникальность, то, что мы работаем как корпорация, да, то есть мы вкладываем не свою электронную библиотеку, вы выкладываете свою, а мы делаем какой-то один общий уникальный ресурс. Поэтому спасибо вам большое. Да? Только в микрофон можно, потому что коллеги не слышат нас. Правильно? Да. У меня вопрос. Вот мы, например, в стадии ремонта, центральная и детская. Мы сейчас должны были начинать процесс по подключению IP-адресов. Угу. Я правильно поняла? В 2022 году нам не надо этого делать. Если касается Национальной электронной библиотеки Республики Коми, это будет необязательным элементом. Но кроме нас еще есть Национальная электронная библиотека России, и, по-моему, там одно из условий, что у них должен быть IP-адрес, если я не ошибаюсь. Они, по-моему, тоже работали над программным Вот, обеспечением. я про это имею в виду. Это как бы разные вещи. Мы говорим именно про нас, за то, что мы отвечаем, именно Республике Коми. Вообще все равно нужно. Все равно деньги платить нужно. Ну, все, вопрос, ответ услышал. Есть вопросы? Ой. Есть вопросы еще, коллеги? Вопросов нет, да? Дальше продолжаем. Наконец-то я предоставляю слово Марине Николаевне Похолковой. Да. Программная проектная деятельность муниципальных библиотек Республики Коми, сравнительный анализ. Коллеги, сразу скажу, что это по страницам ваших аналитических докладов, которые были представлены, да, в наш отдел. То есть вся информация взята оттуда. То есть если чего-то кто-то не увидел себя или еще какой-то там возникнет вопрос, имейте в виду, либо вы ее расположили не в том месте, где мы вас попросили, либо вы вообще ее не предоставили. Потому что уже такая была у нас, сегодня был такой разговор, что некоторые информацию, спасибо вам, представили, как похотели. Вот захотели они так написать и захотели. А вот пролистывая позже, в более спокойной обстановке, всплывают такие моменты, которые мы не учли. Но тем не менее, вот давайте начнем. И я хочу показать вам, что вот то, что мы увидели в отчетах за 2020 год. Какие районы, это, Ольга Григорьевна, я поняла вас, что вы смотрите. Здесь проекты, которые получили финансовую поддержку. Вообще наша республика, вот, да, я посчитала и программную деятельность, и проектную. У нас получился 101 проект в целом по республике. Понятно, что не все получили поддержку, какие-то были реализованы за средства и, как говорится, централизованная библиотечная система, а какие-то получили грантовую поддержку. Но здесь есть тоже такая хитрость. Екатерина Александровна, вы там чего себя не увидели? Радуйтесь за коллег. Да, там есть за кого порадоваться. Вот смотрите, Удара там молодцы, так, у них прям стабильно много проектов. Что-то я вот сбилась с мысли-то, теперь отвлеклась. Да, все хорошо у нас здесь. Ну вот это, смотрите, здесь есть такая некоторая хитрость в деньгах запрятанная. То есть 37 миллионов рублей, в которые попали библиотеки, которые получили финансирование на создание модельных библиотек в республиканские деньги. То есть убирайте смело 30 миллионов оттуда. Сюда же попали 5 миллионов в Воркутинской центральной библиотеке. Не центральную они делали, да, 2020 год.
Ну, Воркута с 5 миллионами, они филиал делали, да, еще минус 5. Ну, вот где-то в районе, значит, 2 миллиона, ну, тут это мы закруглили цифру, ну, вот, скажем так, вот, да, 2 миллиона с хвостиком мы с вами смогли привлечь. Не буду смотреть, а то буду отвлекаться. Региональный, а вот в 2020 году наш Это, зашел, да? это, а какое нацпроект? А в 2020 году у нас федеральное средство было только Воркута. Почему? Воркута и мы в 21-м открыли. Нет же, Ольга Григорьевна, вы 21 год. Нет, Ольга Григорьевна, вы 21 год, и мы отчет держим по вам в 21 году. Это 20 год. Да, конечно, это же вот эта история-то. А вы попадете все в 2021 году, вы там есть. Но смотрите, вот тоже большая просьба. Вот этот раздел, который мы выделили, и программно-проектная деятельность, заполняйте его полностью, чтобы было понимание, что за проект, получил ли он поддержку финансовую. Если не получил, то как вы его реализовали. Если получил, то откуда это прошло финансирование, да? И сколько это обязательно. Почему? Потому что, посмотрев отчеты других библиотек, центральных, субъектовых, там люди анализируют и уже делают динамику за 3 года. У нас просто нет такой информации, чтобы вот это, ну, более качественную, что ли, информацию проанализировать. И я вот такую сделала вам раскладочку. Вы все видите, что мы в основном все сидим в республиканском бюджете. Да? У нас совсем мало привлеченных средств. Вот маленький кусочек торта – это международные денежки, которые привлекли Сыктывдин со своим проектом с финнами, забыла название. Вот. И у нас вот получается федеральный – это тоже Сыктывдин, тоже все, у них там получилось 2 проекта, ну, на федеральную, там Потанин у них, они привлекли деньги. Да, и у Коллеговой, боюсь соврать название. Ну вот смотрите, давайте так кратенько пробежимся, что туда попало в региональные. Гранты главы, ну только муниципальные я выставила, потому что там еще были на нашей государственной библиотеке, это нам вот сейчас неинтересно. Гранты главы, вот только 3 у нас получилось муниципалитета были поддержаны, ну все проекты очень известные, ну как бы мы все про них слышали, это июльская стихия Ижмы, это мультстудия Печор. Традиционные все проекты и направления, смотрите. И проект приключения на плоту у Ударской ЦБС, который даже вызвал интерес в России. Здесь же я сделала раскладочку, те проекты, которые поддержал Миннац. Заметьте, что Миннац нас поддерживает больше, но там финансирование гораздо меньше. То есть они маленькие проектики наши поддерживают. И в этом году вот получилось такое количество, 8 проектиков они у нас поддержали. Тоже вот, чтобы вы видели, какие районы попали туда. Так, еще очень хорошо нас поддерживает Лукойл и Монди. Ежегодно Лукойл объявляет конкурс, все мы туда стараемся поучаствовать, не все получаем деньги. Ну, видимо, там небольшой у них фонд на нас рассчитан. Но вот в этом году вот Усинская ЦБС сумела сделать даже 2 проекта у них. Это у них были роллапы, и второй был проект «Расскажем детям о войне». Ну, я, вот, конечно, его рекламу не видела, вот тот был более раскрученный проект, потому что его делала Центральная детская библиотека модельная, как бы они всегда, ну, под контролем, всегда смотрим, чаще на них внимание обращаем. И Карткировская ЦБС, проект «Фронтовой автобус». Теперь смотрите. Те деньги, которые мы получили на муниципальном уровне, это тоже немногие ЦБС вот, поработали и получили свою награду. Это Эжва, это Сыктывкар и Карткироз. Я к чему еще хочу вот это? Вот, это я тут хотела выделить ЦБС Сыктывдина, что вот у них 3 проекта, и в том числе у них международный и федеральный уровень. Это вот единственное, что у нас есть, ну, можно считать так, крупное привлеченное средство. Да, остальное у нас не очень крупные получается. Ну и хочу обратить ваше внимание на Коллегову Марину Геннадьевну. Татьяна Альбертовна уже, наверное, о ней говорила вам, да, на занятиях. Мне кажется, что стоит перенять ее опыт, потому что вот, ну, я не хочу идти поперек как бы сказанных слов нашего директора, но ведь они работают ТОСом.
Никакой небольшой ассоциации они не сделали. ТОС из 3 человек на базе ИПСского филиала, где всего 2 сотрудника, по-моему, у вас там, да? То есть вот, пожалуйста. И эти люди берут проект за проектом. Там была большая статья в Коми-информе о ней. И даже сейчас спрашивали, вот, ну, портрет женщины Республики Коми, я посоветовала, в общем, скинула ссылочку на эту статью, на Марину Геннадьевну, говорю, посмотрите, комсомолка, активистка, пишет грант за грантом, проекты берет, ну, и причем там у нее проекты ведь не только на чтение рассчитаны, но и на духовно-нравственное, у нее и православная инициатива она берет, и президентские гранты, то есть и благоустройство у нее, да, то есть спортивная площадка, ну, то есть, ну, как-то вот человек делает, ой, я не туда нажала. Здесь я попыталась за 3 года, да, чтобы вы, ну, для себя, что ли, какую-то заметочку сделали. Вот самый крайний столбик, это сколько проектов получили поддержку по нашим аналитическим отчетам. То есть только то, что у нас было. Я уже не вдавалась в детали, не просматривала сайты и так далее. И вы заметите, что у нас Усть-Куломская и Уторская, и Сыктывдинская, и Карпиловская, вот у них прям такие пиковые значения, по 7, по 8 вот за 3 года проектов реализованы. Это то есть, ну, те, на которые обращают на себя внимание. Я думаю, что стоит посмотреть. Смотрите, направления у нас у всех одни и те же, да? Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, молодежь, дети и серебряный возраст. Все, вот это, куда вся страна движется. Оп, стоп. Смотрите, и когда мы готовились к конкурсу, у нас тоже было такое задание, мы уже не первый год просматриваем отчеты библиотек, доклад, аналитический доклад библиотек регионов субъекта. Вот смотрите, Белгород пишет, и Белгород подтверждает, что вот такой вариант, как у нас случился в ИБУ, это наилучший вариант. У них в таком ракурсе работает Яковленская ЦБС. Она тоже берет грант за грантом, маленькая библиотечка маленького поселения. Никаких там ассоциаций и агломераций. И вот смотрите, они пишут о том, что из 17 проектов, поданных на президентский грант, 15 получили поддержку, причем они, смотрите, вот раскидали деньги, да, у одного проекта даже нулевая поддержка была на уровне муниципалитета, и он прошел ведь, он получил поддержку президентского гранта, причем проекты это ведь такие по чтению, то есть мы все это с вами делаем, никто не сильно не замудряется в названиях, да, прям из названия, я просто очень мелко, что тут, я вам это обязательно, вы прям вот увидите там, круг чтения, читаем с семьей, ну вот все вот традиционно, вот это вот Белгород. Вы смотрите, ссылочку Людмила Николаевна дала, сходите к ним в отчет. Там раздел 6, это вообще отдел обслуживания, пусть посмотрят коллеги, какие реализуются мероприятия. Может, они что-то себе на заметку возьмут, может, какие-то вот проекты вот увидят. Но самое интересное, знаете, что они нашли, Белгород? Почему они меня зацепили в том числе? Кроме того, что они работают с всякими ВАИСами, ТОСами и так далее, они 4 гранта реализовали с помощью первичной профсоюзной организации. Понимаете как? Она у нас у всех есть, как я вот выяснила. Да? У нас у всех сохранились, ведь не у всех. Ну вот я разговаривала с Эжвой, да? Первичная есть, вот я звонила, спрашивала. То есть, понимаете, у кого сохранились, вы можете даже пока ничего не создавать, а вот в этом ракурсе поработать. Вот у них 4 проекта президентских поддержаны, которые реализованы библиотекой совместно с первичной профсоюзной организацией, ну, работников учреждения, да, правильнее сказать. Это вот у Белгорода интересный факт. Всегда можно созвониться, там указано ЦБС. Мы сейчас все общаемся, пожалуйста, набрали, да, там коллеги, поделитесь опытом. На себя обращает Омск. Когда смотрели отчеты, ну, мы все сделали для себя такие, ну, пометочки. Они работают с молодежью. У них очень такие яркие проекты и тоже, ну, смотрите, тоже достаточно крупные ведь деньги.
У них около 400 тысяч, около 500 тысяч. То есть, а направление, Я с точки зрения библиотеки филиала. Вот с точки зрения библиотеки филиала, которые у нас трудятся, ведь написать проект даже на наш грант главы, это тоже труд. Вот. И я просто думаю, что раз они уже и туда трудятся, почему бы еще и туда не попробовать? Ну вот у них, смотрите, вот 500, 400, 300, ну с плюсиком. Вот обратите внимание, у них есть поддержка в основном вот, вот, у них очень, даже краеведение получило поддержку, представляете? Проект «Нескучное краеведение». Кажется, ну, надо что-то изобретать в названии, да, какую-то засунуть интересную, витиеватую фразу. Не надо. Пожалуйста, проект «Нескучное краеведение». 308 тысяч рублей президентского гранта. Это тоже Омский центр интеллектуального досуга «Круг». То есть, что они на эти деньги приобрели, тоже в районе 400 рублей и реализован Центральной межпоселенческой библиотекой. То есть, все в наших руках получается. Только стоит это пробовать. Вологда, наши соседи, да, они делают упор на... у них очень много проектов для возрастных людей и для вот, инвалидов. Видите, у них мастерская солнца для реабилитации и интеграции пожилых людей, людей с ОВЗ. И у них вот, ну, вот на это вот ушло, на 50 плюс на возраст, но тоже делает объединение библиотек города Череповца. Ну, я так понимаю, это по сути ЦБС. Нет. Потому что все проекты реализованы на базе центральной библиотеки, потом какого-то там филиала тоже перечислили. Я сделала себе, ну, обязательно просмотр. Вот это тоже интересный проект, который отдельно выпадает, вепские узоры. Вот с чего бы там эти вепские узоры, где должно быть вологодское кружево. Но они вот нашли, как состыковаться с обществом вепской культуры и сделали проект, продвигающий, да, вот эту историю, и получили на это деньги, и как бы и работают, и им интересно, и деньги есть. Ну, понятно же, что это вот... Но что еще на себя обращает? На себя еще обратил Красноярский край. Вы тоже для себя возьмите его на заметку, там тоже много интересных проектов. Но меня сильно впечатлило, я даже не знаю, как они его там обосновали, второе дыхание, соляная комната в библиотеке. Туда ходят люди бесплатно, я же тоже, когда почитала, думаю, ну совсем у нас уже чего только нет. Ну, может, у них площади большие. Ну, в общем, как бы, тут тоже вопросы есть. Но, тем не менее, даже вот такая странность, которая совсем никак не связана с нами, да, и с чтением, и с продвижением, и с привлечением, и с пропагандой, ну, вот, здорового образа жизни, да. А мне интересно, сколько они на 5 миллионов софинансирования у них было? Там, Ну, вот смотрите, у президентского гранта, а как там у нас в Белгороде получилось нулевое софинансирование? Вот что-то вот я эту тонкость не знаю, как бы, видите, я же не составляю гранты и не пишу грантовые заявки, но вот кто в них работает, мне кажется, Наталья Владимировна-то вот больше в курсе в этом деле. Вы знаете, просто хоть маленькую ремарочку, коллеги, нас учили, когда проекты деятельности, да, цель должна быть, задача, все. Вот те гранты, которые выиграли, вот я просматривала их, настолько просто написано, нормально, Да. не то, что вы раньше Да. делали. Да. И они выиграли, Да. потому что они понятны. Понятны, И да, так, Ольга Григорьевна. те, кто это читает. Так вы А наша заметьте. беда в том, что мы как заучки. Да. Я вот тоже на это внимание обращаю. У них и направления стандартные, и названия простые, да, там круг семейного чтения, там читаем вместе, тем там второе дыхание, там то-то делаем. Ну вот что-то Там цель понятно. указана, цель должна быть, проекта, и название уже должна быть цель для кого и для чего. В одном слове, а тут все понятно. Да. То есть я так тоже понимаю, что люди вообще, если посмотреть, вот Людмила Николаевна обозначила вам те доклады областных библиотек, на которые надо обратить внимание, эти библиотеки там есть, посмотрите, у них достаточно интересная и внутренняя работа по содержанию,
Это 6-й раздел, я думаю, что вот прям отделы обслуживания, пусть только этот раздел полистают. Он потому что объемный, там направлений много захвачено, да, возрастные эти аудитории обозначены. Но им будет интересно, возможно, они что-то для себя подчерпнут новое, либо как-то, ну, найдут как-то, как обыграть старое по-новому. Вот. Ну, а то, что касается вот проектной деятельности, я хочу вот вас прям... Не знаю, Татьяне Альбертовне, что ли, заказать мастер-класс в онлайне, как Марина Геннадьевна вот это вот так легко, ну, не думаю, что это все легко и просто, это труд большой, конечно, однозначно. Поэтому вот дерзайте, не бойтесь, погружайтесь, пусть хоть 300 тысяч, пусть 200 тысяч, все вперед, потому что у нас, ну вот что наш грант главы, 3 ЦБС получила, да, это же ведь, ну вот пыль для нас, ну, остальные как будто остались с носом, а все писали, все трудились. Да, все, спасибо большое. Так. Коллеги, я думаю, что вопрос по проектам, он должен в ваших коллективах проговориться, и вы должны просто продумать это направление деятельности, потому что это не только привлечение, да, каких-то средств, это и, с другой стороны, это и новые услуги, новые сервисы, новые мероприятия и так далее. В конце концов, получают наши пользователи, те, на кого мы практически все работаем. И я предоставляю слово Наталье Владимировне. Наконец-то уже дождались мои коллеги. Итоги конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и их работников. Предваряя ее выступление, хочу сказать, мы планировали блок. Вот вы видите по программе, что мы планировали блок логичный, про разного уровня конкурсы и определенные выводы хотели сделать, но так получилось, что мы разорвали этот блок. Я Наталью Владимировну попросила сделать некоторые выводы еще не только по конкурсу, который здесь представлен, но и в целом по некоторым конкурсам, в которых мы участвуем. Уважаемые коллеги, я только в некоторой степени продолжу предыдущую тему по привлечению дополнительных финансовых средств. И вот забегая вперед, хочу вас призвать поактивнее участвовать в этих конкурсах. Итак, конкурс на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельском поселении их работников, у нас функционирует, мы живем в этом конкурсе с 2013 года. То есть за 9 лет работы можно подвести уже какие-то такие некоторые итоги. У нас таких муниципальных образований на территории Республики Коми 13 всего, но вот еще дополнительно Сосногорск 2 раза принимал участие в этом конкурсе, представляя на номинацию «Лучшая библиотека» и «Лучший библиотекарь» в 2014 и 2016 году. И очень хорошо, здорово, что в этом году положение расширило географию конкурса, и теперь в этом конкурсе могут участвовать все муниципальные образования, имеющие сельские поселения. И вот очень большая благодарность ИНТЕ, они присоединились в этом году и поучаствовали. И пока не завоевали никакие призовые места, но будем надеяться, что опыт будет наращиваться, да, и будет дальнейшее участие в этом конкурсе более успешным. Но вы знаете, что в 2012 году президент издал указ о мерах господдержки муниципальных учреждений культуры. Это такая нормативно-правовая база этого конкурса. На нашей территории это программа развития культуры и туризма, где заложен этот конкурс. Ну и ежегодно издаются у нас приказы Министерства культуры и туризма, которые утверждают положение о конкурсе с критериями. Вот в этом году, вы знаете, все, кто работал в этом году, знаете, что были такие замысловатые критерии, очень долго в них разбирались. Поэтому нужно очень внимательно читать эти нормативные документы. Ну вот, если обратиться к указу президента, вы видите, что ежегодно на всей территории Российской Федерации 1000 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей лучшим учреждениям культуры и 1000 денежных поощрений в размере 50 тысяч рублей каждое лучшим работникам культуры. И тут же указываются критерии, основные обобщенные критерии, какие учреждения, какие сотрудники являются лучшими в своей отрасли. Ну, теперь вот я предлагаю перейти к такой статистике, чтобы подвести такой как промежуточный итог, да, нашей работы за 9 лет и посмотреть в цифрах на себя со стороны, как мы участвовали в этих конкурсах. Всего, я повторяю, мы участвуем в конкурсе 9 лет. Да,
Организаторы конкурса на территории республики – это Министерство культуры, это Центр народного творчества и повышения квалификации, Национальная библиотека и Национальный музей республики. То есть сотрудники этих учреждений входят в жюри конкурса. Ну, как вы видите, у нас за 9 лет определились лидеры. То есть это те ЦБС, которые ежегодно подают заявки. Но я хочу несколько отступить, поблагодарив отдельно энтузиастов, активистов, наиболее активные ЦБС, и сказать большое спасибо всем, кто принимает участие, кто ежегодно присылает заявки. Потому что вы поддерживаете конкурс, вы создаете конкурсную ситуацию. Вот, допустим, в этом году Министерство культуры нам сделало замечание, когда мы предварительные цифры отправили, сколько мы заявок получили, сделали замечание, сказали не менее 3 заявок на каждое призовое место. То есть должна быть конкурсная ситуация. Сказали, если будет мало заявок, конкурс просто не состоится. Поэтому вот огромное спасибо всем, кто еще дополнительно напрягал силы, присылал заявки. Галине Егоровне большое спасибо, потому что Галина Егоровна сказала, я поддержу вас, я пришлю заявки на ту и на другую номинацию. Итак, вот у нас 4 таких лидера. Самые наиболее активные ЦБС – это Кайгородок, Каркирос, Сыктывдин и Удра. То есть они каждый год участвуют в конкурсе. Прилузье, Сысола активно участвуют, Усть-Кулом, Троицко-Печорск. Ну, далее в нисходящем порядке числовом. Теперь по количеству поданных заявок. Вы видите, что у нас тут тоже такой безоговорочный лидер, это Кайгородская ЦБС. То есть это та ЦБС, которая максимально полно использовала возможности конкурса, и на ту, и на другую номинацию подавались заявки. Ну, конечно, тут большая благодарность директору ЦБС Татьяне Борисовне Хмурковской, которая очень активно всегда в этом конкурсе участвовала. Я очень яркие работы представляла на конкурс. При Лузе очень много поданных заявок. Ну и дальше те же самые лица, те же самые лидеры. Это Каркирос, Сыктывдин, Удра, Усть-Кулом, Сысола, молодцы. Ну и дальше в таком порядке. Теперь по победителям. Вы видите, у нас тут такой выявился победитель, это Каркирос, то есть это та ЦБС, которая каждый год становится победителем в той или иной номинации, или лучший библиотекарь, или лучшая библиотека. Кайгородок, Сыктывдин по 8 побед за 9 лет, Удра, Усть-Кулом по 7 побед, Прилузье 6 побед, Троицко-Печорск, Сысола. Вот хочется в этом ряду отметить Сысольскую ЦБС. Сколько раз они участвовали? Они участвовали 7 раз, 8 раз рейтинг активности. И вот буквально в последние 2 года эта ЦБС буквально прорыв такой совершила, рывок качественный, то есть количество перешло в качество. В прошлом году победили в номинации «Лучшая библиотека», в этом году «Лучший библиотекарь». Поэтому вот поздравляем наших коллег, так держать. Ждем от вас новых заявок. Так, и по рейтингу эффективности, то есть вот насколько результативной получилась работа у ЦБС. То есть из скольки участий сколько было призовых мест. Ну, вы видите, Каркирос просто такая победа, то есть 100% эффективность получается их работы, 9 лет участия, 9 побед. То есть каждый раз ЦБС практически каждый раз занимает призовые места. 100% эффективность у Усть-Кулома, то есть из 7 раз участия, 7 побед. Ну, чуть пониже результаты у Кайгородка, Сыктывдина, Удры. Печора 1 раз участвовала, к сожалению, это 1 раз победа, поэтому хотелось бы, чтобы Печорская ЦБС продолжала активное участие. Вот это такая картина, наш портрет со стороны. Теперь по поданным заявкам, по номинациям. Вот мы видим этот слайд, и, в общем-то, можно сделать вывод, что у нас это очень больное место, это проблема нашего, состояния нашего кадрового потенциала. Понимаем, что насколько труднее подготовить заявку на персону, на библиотекаря, чем в целом на библиотеку. То есть должен быть такой крепкий профессионал, продвигающий, инициирующий инновационные проекты, продвигающий новые услуги, публикующийся в СМИ, публикующийся в профпечати. Очень трудно подготовить такого специалиста. Поэтому уже очень много об этом говорим. Хотелось бы еще раз напомнить, что, конечно, у каждой ЦБС должна быть своя стратегия, свой план кадрового развития.
отраженный в документах локальных по ЦБС, где нужно планировать повышение квалификации, обучение сотрудников, мотивировать сотрудников на творческий рост, мотивировать на участие в конкурсах профессиональных, ну тогда, конечно, вот диаграмма будет совершенно другая. Будет из кого выбрать, на кого подавать заявки. И по статусу библиотек, если мы посмотрим, вот тоже видим, что в основном участвуют центральные библиотеки. Вот первые 2 года участия конкурса, если мы посмотрим, там заявки поданы только от центральных библиотек. Потом уже стали подтягиваться филиалы, и сейчас филиалы, в общем-то, такую крепкую конкурентную ситуацию создают по сравнению с центральными библиотеками. Вот тоже хотим призвать активнее участвовать в филиалы, потому что финансовое денежное вливание лишнее на развитие библиотеки никак не помешает. Очень хорошие проекты, инновационные проекты. Бывает так, что центральная библиотека получает очень мало баллов по критерию по сравнению с филиалом, потому что филиал работает очень ярко и полностью соответствует всем заявленным критериям. Хочется привести в пример. В 2019 году, по-моему, Помоздинские и Ношульские филиалы, вот у них очень были интересные работы. Так, и вот в заключение хочется сказать несколько замечаний и предложений от жюри конкурса. То есть мы хотим сделать даже не замечания, а пожелания. Тут очень категорично я написала, на самом деле все хочется сказать помягче. Из года в год какая картина наблюдается? Что мы видим? Видим те ошибки, которые мешают библиотекам или библиотекарям получить высокие баллы. Во-первых, это или совсем не попадание в критерии, или, то есть, неверно понимаются понятия. Допустим, такие понятия, как инновационный проект, или стратегические какие-то стратегии по развитию библиотечного дела на своей территории, или библиотека не дотягивает до критериев. Это просто видно, да, вот по тем описаниям тех мероприятий, по содержанию работы, которые мы видим, прилагается к заявке. Можно сказать, что в этом случае работу заявителя можно назвать такой крепкой, традиционной, но не инновационной. А инновационная работа – это главный критерий, да, такой главный стержень этого конкурса. То есть библиотека должна быть лучшей, должна быть впереди других. Я не буду перечислять, я предлагаю к следующему объявлению конкурса составить, если не методические рекомендации, то хотя бы шпаргалку, где отразить все основные такие замечания, требования к составлению заявок, которые мы наблюдали в течение последних лет. Главные ошибки, может быть, даже непонимание, недопонимание или разночтение в понимании терминологической базы, да, которая есть в критериях. Вот эти обидные досадные ошибки, они, к сожалению, снижают баллы. И одним из таких главных, очень обидных аспектов в номинации «Лучший библиотекарь» является количество публикаций. Очень часто библиотекари идут просто, как говорится, ноздря в ноздрю. Да? Последний критерий количества публикаций, у одного их 40, а у другого 1. И понятно, что тот библиотекарь, у которого много публикаций, он, понятно, занимает более высокое место. Поэтому все эти нюансы мы в шпаргалке, наверное, отразим и сделаем рассылку. И в итоге... Не только в профессиональных. Мы учитываем и местную прессу, то есть вообще библиотекарь... Работа со СМИ. Нет, там прописано работа со СМИ. Да, работа со СМИ. Это может быть местное издание. Да. Да, это обязательно публикация библиотекаря, конкурсанта. Нет, работа со СМИ. Критерий так и называется. У нас полгода, и только одно есть ПСТ. И достойно можно было ее представить. Но мы как главное, что у него нет публикаций профессиональных, мы закрыли и не участвовали.
Ольга Григорьевна, мы все публикации читаем, мы все публикации читаем. Самое главное, чтобы была публикация конкурсанта и о библиотеке, о работе библиотеки. Есть публикации, допустим, об участии там в общественной жизни поселка, да, но вот не продвигающие библиотеку, не продвигающие там ресурсы библиотеки и так далее, это не считается. А если публикация в библиотеке, то считаем. Да. И в итоге хотелось бы пожелать, уважаемые коллеги, я уже сказала об этом, хочу еще раз повторить, активнее Слушайте, пожалуйста. активнее участвовать в конкурсе, заявлять о себе, о своих сотрудниках, привлекать дополнительное финансирование. Это очень важно. Хороший конкурс, что-то можно получить за этот конкурс. Да. Понимаете? Это реальный конкурс. Стимулируем профессиональную активность, привлекаем внимание общества к своей работе, выявляем инновационный опыт, распространяем его, публикуем, да, делимся инновационным опытом. И, конечно, выявляем талантливых наших сотрудников, библиотекарей, стимулируем их дальнейшую творческую деятельность, профессиональное развитие. Так что до новых встреч на конкурсе. Мы ждем ваши заявки. Больших вам успехов. Спасибо, Наталья Владимировна. Коллеги, я хочу по этому поводу продолжить. Помните, я вам и раньше говорила, что и к этому конкурсу, и к любому конкурсу нужно готовить своих специалистов и свои библиотеки. Что получилось вот в этом году на этом конкурсе? Было подано на номинацию сотрудники, да, там, как она правильно называется, библиотекари, были поданы несколько заявок. Ни мы не знаем этих библиотекарей, ни тем более, вот я была в жюри, ни тем более члены жюри. Поэтому об этих сотрудниках нужно говорить, и эти сотрудники должны хотя бы на республику быть известны своими делами, своими публикациями. Так вот, например, как Марина Коллегова, которая вот только скажи, все знают, да? Я понимаю, но у нас есть и другие. Следующее, значит, наши коллеги, вы выходите из положения еще одним моментом. Вы выдвигаете свои кандидатуры. Это замечательно, это хорошо, но это еще и возможность и поощрить своих сотрудников, правильно? Так что еще раз призываю, вы, пожалуйста, работайте со своими сотрудниками и со своими библиотеками, чтобы не было такого, чтобы вот безликий материал пришел на конкурс. Понятно это, да? Что касается других конкурсов, я тоже хочу сказать. Мы сейчас попробовали вот этот российский конкурс, и сейчас был конкурс, вот на совещании директоров российском подводились итоги конкурса на лучшее научное учреждение и еще, подскажите, девочки, про движение. Про движение мы смотрели список, но там с десяток победителей, и даже повторяются регионы дважды. А где мы? Вот второй год проходит этот конкурс, мы почему-то туда не попадаем. Точно так же «Золотая полка». Но «Золотая полка», она проходит для библиотек, кто победил в федеральном проекте именно в этот год. В прошлом году это были наши 9 библиотек могли участвовать. Участвовали, по-моему, 3, но не прошли. А в этом году только должна была, в принципе, участвовать Воркута, поскольку она одна у нас выигрывала, но она не участвовала. Было очень обидно, что наши регионы несколько раз звучат в разных конкурсах. Награждение идет на всю Россию. Ярилова всем вручает торжественно всякие благодарности и дипломы, а Республика Коми не звучит. Поэтому еще раз говорю, что это не только конкурсы, вот, приносящие нам какой-то дивиденд, да, но это и конкурс престижа для нашего региона. Мы должны продвигать и свой регион. Я еще раз хочу повториться, была на стажировке сейчас в Санкт-Петербурге. Я видела, и 3 у нас было мероприятия, 2 конференции, и мы стажировку проходили на базе Российской национальной библиотеки. Я видела в приоритете несколько регионов. Это Новосибирск, это Иркутск, это Красноярск, Томск безоговорочный приоритет.
В общем, сибирские регионы рулят, скажу вам. Ну, конечно же, Белгород, и это безоговорочный вот лидер в нашем профессиональном сообществе. Вот, поэтому я вас призываю, участвуйте в конкурсах, не игнорируйте и готовьте своих сотрудников к участию. Не пропускайте мимо себя эти конкурсы. Спасибо. Людмила Николаевна, я прошу прощения, коллеги, я забыла сделать такую еще ремарку. С 2021 года, вы, наверное, знаете, этот конкурс на лучшего работника и на лучшее учреждение культуры проходит в рамках нацпроекта «Культура». До 2024 года этот конкурс точно будет ежегодным, 4-й квартал. Поэтому давайте постараемся так, чтобы аврально не собирать заявки, а потом нам в аврале эти заявки ваши проверять, а спокойно сидеть и спокойно анализировать, чтобы была такая объективная картина. Вот. Потому 4-й что конкурс квартал. объявляется буквально в 3 дня, вы должны, по 4-й идее, квартал. прислать материалы. Поэтому будьте готовы, хорошо? Это не к нам, это сверху. Выделяются деньги, которые нужно аврально освоить и отчитаться. Вот буквально это самое, это даже не министерство виновато. Да. Коллеги, если что-то сказать, мы практически завершаем программу. Я вижу, что нас ждет Диана Григорьевна на экскурсию, но, коллеги, у нас здесь заявлено, что вести с места. Если у вас что-то есть сказать, какие-то объявления, какие-то пожелания нам, друг другу, давайте мы вот не будем это как бы в себе держать. Вы знаете, мы целую неделю, А давайте вы пригласите нас. Сейчас? Так, коллеги, давайте, если... У нас была очень насыщенная программа в этот раз, потому что у нас были курсы повышения квалификации с понедельника. И завершаем мы нашу работу с вами совещанием директоров. Я благодарю всех за участие, особенно вас, кто остался уже на заключительную часть. Я надеюсь, что наша работа была плодотворной. Где-то что-то может быть непонятно, но вы еще раз посмотрите записи, и, может быть, еще больше понятно будет. И я сейчас... Да, это будет в записи, но вы можете потом дадим выход на запись, потому что это будет закрытая запись. Вот. И сейчас Диана Григорьевна Холопова, научный сотрудник литературного музея, проведет все-таки с нами экскурсию. Я думаю, что это будет очень, как всегда, очень интересная экскурсия. А потом мы вам предлагаем спуститься, попить чай, и мы уже на этом завершим.